В Великую Отечественную войну призывалось более 600 тысяч армян. Из них вернулись почти половина. Трое удостоились высшими званиями, маршалами: Иван Христофорович Баграмян, Амазаз Хачатурович Бабаджанян, Арменак Хамперянц, один адмирал Иван Исаков, 64 генералов и 106 героев Советского Союза. Во время войны погибли деды моего отца Василий Михайлович Карамян и Мнацакан Мартиросович Багдасарян со своими братьями и односельчанами, 316 человек, из Гагаркунской области, села Яранос. Мухамбетов Туйгула Абдрахманович в августе 1941 года был призван на войну чешминским РВК. В боях за победу за родину был тяжело ранен в руку. В области груди и почек осколочные ранения. Имеет медали: медаль Жукова за 50 лет Великой Отечественной войны. После войны воспитал 6 детей и проработал в питомнике лабораторных животных конюхом. Турдиахмедов Бердыкул, отец моего отца, родился в Самаркандской области, Агдаринского района, в деревне Балта. В марте 1945 года был призван на войну. В мае 1945 вернулся с победой. Имеет медаль участник Великой Отечественной войны, а также имеются юбилейные медали. После войны проработал заведующим в хлопковом пункте Агдаринского района, воспитал 3 детей. На Великой Отечественной войне активно участвовал старший брат моего деда. Он служил и участвовал на Польшу. Пошел добровольно в 1941 году на войну. 2 года воевали в Польшу. В 1943 году на него попал пуля врага и был очень сильно ранен. Год пролежал в госпитале. После ранения опять пошел на войну, освобождая многие села и города. И, к счастью, победа была на нашей стороне. В 1945 году он возвращался с поднятой головой и получив многие ордены и награды. И мы гордимся, что наши деды и прадеды активно участвовали на Великой Отечественной войне. Михаил Маркович Глихман, он был брат моей бабушки, он был авиамеханик, всю войну работал в аэродромах, он воевал в Сталинграде, и он кавалер Красный Орден. Владимир Маркович Дубровский, он был брат моей бабушки. Он учился в военный институт иностранных языков. У него было болезнь сердца, и он не мог воевать, но он рыл окопы рядом с Москвой и умер за этого в 1944 год. Люся Канторович, она была медсестрой на фронте и погибла в 1945 год. Мой дедушка Гайсин Халиулла Латыпович родился в 1924 году в Республике Башкортостан, в селе Калмашбаш. В возрасте 18 лет он отправился после школы служить с 1943 года по 1948 года. С 10 марта 1944 года по 9 мая 1945 год он служил на войне в 73-м отдельном артиллерийском разведывательском дивизионе разведчиком. Он был ранен в ухо и плохо слышал. Также он был награжден медалями за оборону советского Заполярья, за победу над Берлином и орденом за отвагу. Также после войны он служил 3 года. После войны он работал в колхозе, ухаживал за скотом.
И 16 февраля 1992 года мой дедушка ушел из жизни. Мой прадедушка, Брейкин Иван Николаевич, в детстве часто рассказывал мне истории о том, как они раньше питались, как они раньше ходили со своими друзьями и что-то делали. Я маленький никогда не понимал, о чем он говорил. Но тем не менее, потом, когда он умер, я узнал, что те игрушки, которые он мне давал, это настоящие медали и ордена, которые он получил на войне. С 1942 года и вплоть до самого конца. Он вернулся обратно в родную Башкирию, в родную Уфу, построил свой дом для своей семьи и там встретил старость, и там же он и умер.